Репрессии в отношении социальных сетей стоят на повестке дня в Центральной Азии, особенно среди турок-уйгуров. Согласно последним сообщениям, турки-уйгуры в регионе сталкиваются с усиленной тактикой властей по вступлению в группы WhatsApp и допросам об их содержании. Эта тактика создает атмосферу репрессий, направленных на ограничение свободы выражения мнений турок-уйгуров. Правозащитники в регионе с большой тревогой наблюдают за этой ситуацией. Турки-уйгуры ищут поддержки у международного сообщества в борьбе за защиту своего права на свободу слова. Однако власти региона пока не сделали официального заявления по этому поводу. Комментируя этот вопрос, Абдулджилил Каракаш, президент ЭТИК, выступил с заявлением на тему репрессий в Центральной Азии, роль Китая и проблемы демократии и сказал следующее. Усиление репрессий в Центральной Азии свидетельствует о тревожной ситуации, которая углубляется особенно под влиянием Китая. Турки-уйгуры и другие меньшинства подвергаются притеснениям под влиянием политики Китая в регионе. Это еще больше обостряет дискуссию о природе режима в Центральной Азии. К чему они движутся? К диктатуре или демократии? Мы в ЭТИКС считаем, что для защиты прав человека и свободы слова в регионе необходима более активная поддержка со стороны международного сообщества. Мы также считаем, что влияние Китая в регионе должно быть более тщательно проанализировано. Поэтому мы будем продолжать использовать законные и мирные средства для борьбы с угнетением и несправедливостью и постараемся прояснить роль Китая. Согласно новому докладу исследовательской и правозащитной группы Uyghur Human Rights Project, в оккупированном Китаем Восточном Туркестане в тюрьме находится каждый 26-й уйгурский турок. При этом анализ данных, просочившихся из Китая, опубликованных в четверг, показал, что каждый 17-й взрослый уйгур в регионе находится в тюрьме за действия, которые в демократических странах находятся под защитой, например, за чтение Корана. Согласно докладу, мусульманская группа уйгуров и ниханьское население Восточного Туркестана составляют всего 1% от общего населения Китая, в то время как этническое меньшинство в уйгурском регионе составляет 34% от общего числа заключенных в стране. После заседания группы связи по вопросам обороны Украины министр обороны США Остин провел пресс-конференцию в Пентагоне с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Кью Брауном на пресс-конференции в Пентагоне. Остин объявил, что Украине будет предоставлен новый пакет дополнительной военной помощи на сумму $6 миллиардов в долгосрочной перспективе, включая практически важные перехватчики для систем ПВО «Патриот» и «Насамс». После объявления о выходе Мираля Кшенер из хорошей партии, Мусават Дервишоглу был избран председателем на внеочередном съезде, состоявшемся вчера. Дервишоглу получил 611 голосов на выборах, которые завершились после 3 туров. Демонстрации в поддержку Палестины, организованные студентами во многих штатах и университетах США, продолжаются, несмотря на вмешательство университетской администрации и полиции. 5 человек погибли, 33 получили ранения в результате торнадо, прошедшего в городе Гуанчжоу на юге Китая. В то время как в городе Баюнь Гуанчжоу была повреждена 141 фабрика, в регион направлено большое количество пожарных и поисково-спасательных команд.